конце XIX века, в 1898 году, в Огинской степи была открыта первая библиотека, которая в дальнейшем переросла в Огинскую окружную национальную библиотеку имени Цибена Жамсарано. Сегодня в Огинском бурятском округе успешно функционирует 45 общедоступных библиотек. Главным достоянием библиотеки, конечно же, является книга, а пополнение книжного фонда – одной из основных задач любой библиотеки. В связи с образованием Забайкальского края в 2008 году Огинская окружная национальная библиотека с 1 января 2009 года получила статус государственного краевого учреждения в ведомственном подчинении Министерства культуры Забайкальского края. Сегодня наша библиотека является крупным информационным, культурным и образовательным учреждением округа, региона, архивом национальной печати, методическим центром. Одним из основных направлений работы нашей библиотеки стало библиотечное краеведение. Развитие библиотечного краеведения библиотеки имеет свою историю. В 70-х годах прошлого столетия в связи с централизацией массовых библиотек в нашей библиотеке был выделен справочно-библиографический аппарат, включающий в себя краеведческий каталог и картотеку газетно-журнальных статей. В этот период проделана определенная работа по формированию фонда краеведческой литературы. С получением статуса окружной национальной библиотеки в 1993 году в структуре библиотеки был образован новый отдел краеведческой и национальной литературы. Первой заведующей была назначена Тандакова Хандажа Базаровна, библиографом-краеведом Батоева Татьяна Батоевна, проделавшие большую работу по дальнейшему формированию фонда краеведческой литературы и стоявшие у истоков издания календаря знаменательных и памятных дат по округу. Книжный фонд отдела составляет 6472 экземпляров книг, из них на бурятском языке 1680 единиц хранения. Выделен фонд редких книг, книжные памятники, который представлен такими ценными изданиями, как труды Огинской экспедиции 1908 года, климат, почвенный покров и материнские породы, растительный мир, население, хозяйственный быт, вышедшие в Санкт-Петербурге в период с 1910 по 1913 годы, редкими изданиями на латинизированном шрифте, книги с автографами известных бурятских писателей и поэтов, деятелей культуры, переводы на бурятский язык произведений классиков литературы Михаила Шолохова, Михаила Лермонтова, Максима Горького, Мариэтты Шагинян. Фонд выявленной редкой литературы составляет 68 экземпляров. В последние годы фонд пополнился крупнейшими проектами, изданными по инициативе и финансовой поддержке администрации Огинского округа. В годы автономии органы государственной власти книгоиздательской деятельности уделяли самое пристальное внимание. С 1991 по 2008 годы было издано около 150 наименований книг по разным отраслям знаний, по истории и краеведению, о природе, о знаменитых людях, народном образовании, культуре, спорте, здравоохранении, о тружениках Огинской земли. С 2008 года в свет вышло всего 19 изданий. Среди них можно назвать такие уникальные проекты, как «Буддизм», «Каноны», «История искусства», которые удостоены гран-при в номинации «Бурятская книга в третьем тысячелетии» в 2006 году на Международном бурятском фестивале «Алтаргана» в городе Улан-Удэ. Фотоальбом «Под вечным небом» на том же фестивале удостоен приза в номинации «Лучшее полиграфическое исполнение печатной продукции». Наиболее серьезными, исторически значимыми и ценными изданиями являются энциклопедия Забайкалья, Огинский бурятский округ, хроника Огинской земли 17-21 веков, Абега Сырбогдахан, 108 гордость древней Оги, иконография Ваджраяны, историко-культурный атлас Бурятии, 7 вершин Алханая, почетные граждане Огинского бурятского автономного округа, Ким Базарсадаев в жизни и на сцене и многие другие. В подготовке и сборе материалов для издания некоторых книг есть, конечно, большой вклад и наших библиотекарей. За годы автономии особое внимание уделялось изданию книг на бурятском языке. Органы государственной власти всесторонне поддерживали местных поэтов и прозаиков. Данные книги очень востребованы среди наших читателей.
Эти издания уверенно можно сказать, что они уже стали книжными памятниками Аги. Отделом проводится комплекс различных мероприятий: презентации книг, литературные и тематические вечера, встречи с местными писателями и поэтами, различные конкурсы и викторины, круглые столы, конференции, просмотры литературы, обзоры. Последним значимым событием в общественной жизни округа явилось празднование столетия со дня рождения писателя, государственного деятеля Жамсута Мунова. В целях увековечивания памяти и в связи со столетним юбилеем со дня рождения Жамсута Мунова, первого бурятского романиста, поэта, драматурга, участника Великой Отечественной войны, уроженца Агинского бурятского округа, 15 февраля в поселке Агинское прошел ряд крупных мероприятий. Международная научно-практическая конференция по творчеству писателя в Агинском филиале Бурятского государственного университета, выставка в Агинском национальном музее имени Камбажаба Цыбикова, литературный вечер «Певец родной земли» в Забайкальской краевой библиотеке имени Цыбена Жамсарано и торжественное мероприятие «Достояние Аги» в киноконцертном зале «Амарсен». В работе Международной научно-практической конференции приняли участие заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского бурятского округа Ананда Цыдыпович Дандаков, главы муниципальных районов и городского округа поселок Агинское, директор Агинского филиала Бурятского государственного университета Зандараев, доктор филологических наук, профессор университета Дарнот города Чебалсан, Монголия Алтын Сысык, член Союза писателей России Гармаев, председатель правления Иркутской областной писательской организации Ясникова, сын писателя, директор фонда памяти Камбажаба Цыбикова и Жамсута Тумунова, Батыр Жамсоевич Тумунов и другие. В рамках международной научно-практической конференции прошли слушания докладов в 5 секциях. На выставке, организованной Национальным музеем имени Камбажаба Цыбикова, были также представлены экспонаты Таптанайского музея имени Жамсута Тумунова, имеющие огромную ценность. В центре всей выставки красовалась огромная картина неизвестного художника с изображением на ней портрета Жамсута Тумунова. Эту картину в 1986 году привезли из Республики Бурятия. Также были представлены архивные фотографии, рукописи и книги писателя. Писатель в течение всей жизни верно служил родной литературе, процветанию своего народа. Так пусть же его беззаветное служение родному народу продолжает жить в благодарной памяти народа, служа ярким примером для всех читателей и сегодняшнего молодого поколения. На все проводимые встречи приглашаются у нас учащиеся школ поселка, студенты средних, специальных и высших учебных заведений. Такие встречи имеют большое воспитательное значение. Одно из важных направлений в работе отдела является библиографическая и издательская деятельность. С 1994 года издается календарь знаменательных и памятных дат Агинского бурятского округа, куда включаются даты, отражающие важнейшие события научной и культурной жизни округа. К участию над составлением календаря активно привлекаются ученые и специалисты, краеведы, работники культуры и искусства. В числе постоянных авторов кандидат географических наук, председатель Агинского отделения Русского географического общества Ширып Нимбу Санжаевич Ташидандаков, поэт, член Союза писателей России Батажаргал Абидович Кармажапов, ученый, эколог, почетный краевед Аги, почетный гражданин Агинского бурятского автономного округа Виктор Гаврилович Стрельников. Также большую помощь в работе оказывает библиографический указатель, который издается с 1974 года «Что читать об Агинском бурятском автономном округе». Готовится к изданию 5-й выпуск. Один выпуск охватывает литературу за 10 лет. Созданы базы данных «Забайкальская книга», «Редкие книги», «Краевед», «Ремесла агинских бурят» и другие. В серии «Память Аги» выпущены компакт-диски о жизни и деятельности ученых-просветителей Аги Цыбен Жамсарано, Камбажаб Цыбиков, Базар Барадин, Батадалай Ачиров.
планах выпуск диска к столетию Героя социалистического труда, известного руководителя в округе Бальжанимы Мажиевича Мажиева. Отделом ведется картотека «Летопись событий Агинского округа». С каждым годом увеличивается количество краеведческих справок, в том числе виртуальных, и мы стараемся выполнить с помощью собственных баз данных. Отдел является методическим центром для библиотек округа и также тесно сотрудничаем в своей работе с Агинским национальным музеем, окружным литературным объединением имени Жамяна Балдажабона, общественной организацией краеведов Алтанжаса, Центром эстетического воспитания детей Залунаган, со школьными библиотеками учебных заведений поселка, средствами массовой информации. Библиотека участвует во всех проводимых мероприятиях окружного масштаба, касающихся литературы и библиотеки. На данном этапе отдел продвигается по пути автоматизации и освоения новых информационных технологий. Закончена оцифровка краеведческого фонда. В ближайших планах создание краеведческой электронной библиотеки. Начало уже есть. И также отделом у нас ведется электронный краеведческий каталог «Край за Байкалом» и электронная картотека статей. На сегодняшний день в нем 3281 записей. Работа отдела с использованием новых информационных технологий приобретает новое звучание, становится более разнообразной и оперативной. Сегодня наша библиотека, сохраняя традиции прошлого и используя современные технологии, вносит большой вклад в развитие культуры и образования округа, края, открывает свои ресурсы для всех пользователей.